Усім прывітанне, з вами мистер Лукашук, і як звычайна ў гэты дзень і ў гэты час у нас эфир, і з нами на сувязі наша выдатная экспертка, дацэнтка, кандыдатка гістарычных навук, экспертка па міжнароднай палітыцы Роза Турарбекова. Добрый день, спадарня Роза. Добрый день, мистер. Спадарня Роза, давайте мы нашу сённяшнюю размову пачнем с тэмы важнай і актуальнай, тэмы палітвязняў і іншых розных вязняў кшталту шпіёнаў, асуджаных за шпіянаж. Пачну я з тэмы літоўскага шпіёна, дакладней, юрыста, якога асудзілі за шпіянаж у Літве, Мантаса Данелюса, які звярнуўся да прэзідэнта Літвы Наўседы з просьбай, каб яго абмянялі на беларускіх палітзняволеных, альбо літоўцаў, якія знаходзяцца ў лукашэнкаўскім турме з той ці іншай нагоды. І вось адпаведна пытанне: калі вы пачыталі гэтую навіну, якія у вас былі ўражанні, і як вы лічыце, ці магчымы такі абмен? Якое тут может быть уражение? По-перше, тое, что это не дрэнная прапанова, асабліва калісьці мы будем разважаць про такие фигуры, як Колесникова и іншых. Но я так зразумела, что его прапанова не цікавая ні літоўскім, ні амерыканскім уладам. Не ведаю, мабыць, нешта здарыцца, калі ён патрапіць у нейкі спіс амерыканскі, напрыклад, тады можа і быць. Но наколькі я зразумела, і гэта адпавядае таму адказу, які зрабіў Наўседа, я маю на ўвазе прэзідэнта Літоўскай рэспублікі, увогуле як бы такая магчымасць зараз не разглядаецца, наколькі я зразумела. Таму што гэта яго, асабліва яго ініцыятыва. Это не ініцыятыва літоўская ці амерыканскай дыпламатіі. Вось калі яго уключаць у нейкі там спіс на абмен, тады да, а зараз не, я так зразумела. Безумоўна, гэта яго ініцыятыва, таму што ён там хоча з аднаго боку у добрую, утульную лукашэнкаўскую турму з літоўскай пераехаць. Умовы там, відаць, яму падаюцца лепшымі, плюс бліжэй да Лебедзевай, за якой, дзеля якой ён і пайшоў на здраду сваёй дзяржаве. Але глядзіце, з аднаго боку заўсёды, калі казалі пра тое, што нам трэба нейкім чынам мяняць, выменьваць сваіх палітвязняў, узнікала пытанне: на каго? Вот хто ёсць, калі ставіцца як да ваеннапалонных у гэтым пытанні, то хто з боку дэмсілаў ці захада ёсць на каго абмяняць? І нема. Лукашэнкаўскіх шпіёнаў, здаецца, асабліва не затрымлівалі, чыноўнікаў таксама не затрымлівалі з аднаго боку. І вось ёсць чалавек, які ў прынцыпе-то працаваў на лукашэнкаўскую сістэму. То есть, там же ж як там у расійскім этом стылі ўсім: сваіх не бросаем, дык ён же ж типа твой. Так забяры яго, памяняй, вот ініцыятыва ёсць. Чаму беларускаму боку, там Церцелю, таму ж таму не сказаць: о, это наш чалавек, давайте отдадим за него кого-нибудь, вот что нам гэта, у нас этих вязняў хапае, давайте на свайго чалавека памяняем. Вот чаму так не пайсці? Не ведаю, таму што чалавек ввогуле не інтарэсен. Я маю на ўвазе вось гэта буквально, сфокусированность на судьбе человека, на правах человека, это не интересно белорусским властям. Может быть, им было бы интересно использовать его в пропагандистских целях. Вот только с этой точки зрения. Но стоит ли оно того, стоит ли игра свеч? Стоит ли отпустить, например, какую-нибудь фигуру значимую, известную, на вот этого шпиона? Мне так кажется, что пока интереса со стороны Лукашенко нет. И реакции нет. По крайней мере, никакой реакции мы не видим. Посмотрим, что дальше будет. Как будут развиваться события, если они вообще будут развиваться.
Ну да, мне чамусьці падаецца, што менавіта па гэтым трэке звязаным з Мантасам Данелюсам ніяк падзеі развівацца і не будуць. Вось выказаў ён, літоўскі бок свой адказ даў, той бок увогуле прамаўчаў, на гэтым усё і заціхне, як мне падаецца. Але калі пайсці па іншаму трэку, перамовы паміж Вашынгтонам і Мінскам. Зараз вот я просто назіраю вельмі такая узрушаная была рэакцыя на інтэрв'ю Святланы Ціхановскай «Палітыка». Так вось у гэтай сваім інтэрв'ю яна звярнулася да ЗША, да Трампа асабіста і сказала, што не трэба нічога рабіць для легітымізацыі Лукашэнкі, не трэба на яго ціснуць, а не заігрываць ім, ну і гэтак далей у гэтым стылі. Ну і у пэўнай часткі дэмакратычнай супольнасці беларускай узнікла, ну, как бы неразуменне. А як жа ж вось, ну, гэта група палітвязняў выйшла, то зараз што, можна ставіць пад пагрозу працяг перамоваў, астатнія хай сядзяць, таму што на Лукашэнку трэба ціснуць? Ці як? Вот, як вы ацэньваеце з пункту гледжання і міжнародныя эксперткі, і эксперткі па перамовах? Ну, в этом смысле позиция Тихановской, она не изменилась. Она всегда была такой, я имею в виду акцент на давлении и санкциях. И освобождение Сергея не изменило ее позицию. Вот что это утверждает. То есть здесь не произошло никаких кардинальных изменений. То, что могло бы, например, произойти. Поэтому это с одной стороны. С другой стороны, насколько я успела увидеть реакцию, я видела публикации от Светланы Мацкевич и от Ивана Кравцова. Я не знаю, может быть, я еще кого-то не увидела. Вот, я понимаю их реакцию, потому что их-то близкие и их политические коллеги, они-то остались как раз-таки в Беларуси в тюрьмах. И это вот еще в этом контексте надо рассматривать. Поэтому, с моей точки зрения, это и есть отражение тех расхождений относительно стратегии, как себя вести, которые мы с вами наблюдаем уже достаточно давно. Ну, а по крайней мере, год тому назад, чуть-чуть меньше года тому назад на конференции «Новая Беларусь» насколько я помню, это было в Вильнюсе. Вот тогда это было буквально, вызвало определенные такие жаркие очень споры и даже обвинения там, в адрес, например, Андрея Егорова, да, который как раз вот говорил, что о том, что в обмен на нормализацию или на частичное восстановление дипломатического присутствия европейских государств, кого-нибудь там Запада, да, в обмен на это решить вопрос об освобождении политзаключенных. Поэтому, в общем и целом, мы просто с вами сейчас наблюдаем новый виток внутренней дискуссии в белорусских демократических силах. И я понимаю чисто эмоциональное состояние Светланы Мацкевич, которая делает все возможное от себя зависящее для освобождения своего супруга, который является далеко не молодым человеком, надо об этом помнить. А условия соответствующие. Вот. И что касается Ивана Кравцова, понятно, что он в первую очередь говорит о Бабарико и о Марии Колесниковой. Поэтому это как раз-таки не удивительно, что сейчас этот спор вспыхивает с новой силой. Ну, я с аднаго боку разумею, что да, там лінію прытрымліваюцца, тут разумеем людзей, якія крытыкуюць. Это добра, что вы не читаете чат рэфарматараў і рэфарматарак. Там ввогуле как бы вельмі так скажем так эмацыйна, мягко скажем, успрынялі вось гэтыя словы, але все ж таки офіс Светлана гэта палітыкі ўжо. У любым выпадку, як не кажы, палітык павінен неяк карэктаваць сваю пазіцыю, сваю рыторыку у залежнасці ад, я не ведаю, кан'юнктуры, як бы гэта не гучала слова. І вось мы бачым, што, скажем, палітычная кан'юнктура ЗША на сёння гэта нейкім чынам вот там спрабаваць памацаць Лукашэнку, наладзіць з ім кантакты, праз гэта вызваліць людзей. Так как-то вот, может быть, уличиваете, не?
Я так понимаю, что Светлана в первую очередь учитывает те выводы или то послание, с которым нас знакомит последние 2 недели Сергей Тихановский, его непримиримую позицию в отношении режима. Вот, это первое. Второе, что касается вот этого расхождения и того, что Светлана Тихановская придерживается этого подхода, но, честно говоря, я и не думала, что она изменит свою позицию. Не думаю. У нее очень жестко сформирована эта позиция. Когда жестко сформирована позиция, как правило, возникает проблема, связанная если вы меняете позицию, то с потерей лица. У Светланы Тихановской эта позиция сформирована достаточно жестко и последовательно. Она последовательно, извините, ее отстаивает. Вот. И эта позиция связана в том числе с ее коллегой по кабинету Павлом Латушко, который является еще более категоричным сторонником санкций и давления. Вот, поэтому в этой связи мы с вами просто-напросто наблюдаем на сохранение и закрепление этой позиции, вот, которая, по всей вероятности, не будет меняться, даже несмотря на то, что вот произошло освобождение Сергея Тихановского, даже несмотря на то, что, по всей вероятности, на сегодняшний день ведутся переговоры между Соединенными Штатами и лукашенковским режимом. Вот. Сложно мне сказать, почему эта позиция сохраняется, почему она не меняется. Еще раз могу предположить, что жестко сформированная позиция, по теории как раз ведения переговоров, она ведет к тому, что ее изменить сложно, потому что ее изменение ведет к определенной потере лица. Ну але да чаго гэта можа прывесці у выніку ужо зараз я бачыў такія каментары і да гэтых словаў асабліва Тихановскай, ну то есть реакцыя на словы Сергея Тихановскага, ну там могуць сказаць, что чалавек нацярпеўся, яму зразумелая яго рэакцыя і жаданне помсты. А калі вось Тихановская з гэтым выступае і гучаць каментары, ну конечно, твой-то вышел, а астатние, а наши хай сядзяць далей, да, так атрымліваецца. І то есть атрымліваецца так, что я разумею, там пагроза страты там палітычнага твару, там ці яшчэ што-нибудь, але гэта накал, як мне падаецца, узмацняе унутры дэмакратычных сілаў, і да чаго это можа прывесці па выніку. Но ни до чего такого существенного, как мне кажется, это не приведет. Внутри демократических сил уже давным-давно все понятно, кто какой позиции придерживается, кто какой стратегии придерживается. Было, видимо, я так думаю, я не знаю, была какая-то надежда на то, что позиция Светланы Тихановской смягчится, если не изменится, но, как видим, этого не произошло. И это, конечно, реакция со стороны части демократических сил, это разочарование определенное. Но в целом все остаются на своих местах, вернее, все остаются на своих позициях, ничего не изменилось. Хорошо это или плохо, ну, в целом для, конечно, белорусского демократического движения это нехорошо, потому что мы демонстрируем различия. Да? Это то, на чем Лукашенко и его спецслужбы захотят поиграть. Вот они, может быть, не на такой, может быть, эффект рассчитывали. Этот эффект не слишком сильный, они гораздо на больший эффект рассчитывали при освобождении Сергея. Вот. Но, тем не менее, конечно, это вполне логично и закономерно, что этот вопрос обострился внутри демократических сил. Потому что реакция родственников, тех, кого не освободили, на то, что освободили Сергея Тихановского, она была такой, что если Сергея освободили, то, может быть, и речь идет и о том, что и наших освободят скоро. То есть это открыло людям надежду, путь к надежде. Вот, и получается, что это не совсем так. Или, вернее, Светлана Тихановская не видит в этом опции. И поэтому реакция такая, соответственно. А вы бачыце такую опцыю? Я вот просто слухаю і у нас у эфіры, і зараз у эфіры тока Вольга Лойка выказвае перакананне, что ну вот не прямо зараз, но дзесьці можа быть по осені ужо больш сур'ёзныя вызваленні пачнуцца. Наколькі вось вам вы верыце ў такую опцыю? Ну верыце ці правильное тут слово, ну оцениваете.
Это было бы логично, но я думала о том, что к 3 июля будет освобождена более крупная, извините за это выражение, партия, да, политзаключенных, но она была совсем небольшая. И я, наверное, где-то месяц тому назад писала у себя по-моему, телеграм-канале тоже написала о том, что у меня создается впечатление, что у них есть план по освобождению политзаключенных, знаете, как там план по сбору урожая, простите. Но ведь они же так к людям относятся, да, примерно. Вот, что вот за энный срок, я имею в виду вот за год, да, вот план на год по освобождению политзаключенных. Вот за год освободить не больше, не меньше, делать партии небольшие или там какое-то время не освобождать, но потом выпустить побольше, да. Вот. Но в целом не выходить за рамки или за пределы энной цифры. Это называется плановая экономика, вы помните, да, в советское время. Мне кажется, что у них что-то подобное существует. Способны ли там, мы повлиять на это, белорусские демократические силы, я к этому отношусь скептически, но вообще, в принципе, предлагать такую стратегию, наверное, надо. Вот, конечно, это в наибольшей степени зависит от администрации Дональда Трампа. Они могут повлиять. Если не на количество, то на список, да, тех, кого освобождают. Потому что, как вы могли убедиться, да, это был вот этот список людей, которых освободили, он был значительным, да, с точки зрения знаковых имен. Там есть своя тоже логика у американцев, но тем не менее это было неожиданностью, что освободят такие фигуры, особенно что касается Сергея Тихановского. Поэтому я тоже рассчитывала бы на то, что может выйти крупная партия политзаключенных. Вернее, скажем так, я не рассчитывала на это. Я говорила о том, что если Лукашенко хочет показать, что это всерьез, если они хотят показать серьезность своих намерений, они должны это сделать. Это было бы логично. Ну, знаете, мало ли что я думаю, что логично с точки зрения здравого смысла. Тут как бы дальше надо спорить относительно наличия здравого смысла или, вернее, наличия того здравого смысла, который я имею в виду или там вы имеете в виду. Нам кажется, что это было бы здраво для улучшения, по крайней мере, отношений, для улучшения климата политического в целом и для улучшения отношений с США. Хотя я не думаю, чтобы Трампа интересовала там, судьба белорусских политзаключенных, но он бы себе это в актив бы записал бы обязательно. То есть, что он, как это сказать, освободитель. Он же не применет об этом написать. Значит, благодаря ему, его вот слову, ему было достаточно просто там что-то сделать, там, щелкнуть или там сказать, и вот, и вуаля. Лукашенко слушает его, а не Путина, или там не Си Цзиньпиня, или еще кого-то. Вот, поэтому было бы логично. Я тоже бы ожидала бы это, скажем так. Но всегда надо делать скидку на то, что нам кажется логичным, может не казаться логичным той стороне. Ну да, Примерно так. як там у лукашэнкаўская логіка неяк даўно яшчэ у рэвалюцыйныя часы, ён такую вельмі з яго пункту гледжання лагічную фразу сказаў, что я Беларусь за цывілізаваным светом не паведу. Поэтому логика своя тут, конечно. Один момант, не ведаю, наколькі гэта такі крынжовы, не крынжовы, але наколькі гэта можа быць сапраўды, можа быць небяспечным. Пасля вось гэтага, ну, нейкага такого абсолютно незразумел, ну такое, не ведаю нават як правильно сказать, дзіцячага нападу на латушку с пустым пластиковым ведром, Гайдукевич выступил у сваім стылі, что давайте там, кто хоча вернуться ў Беларусь, ладьте там напады на актывістаў і лідараў ваших там этих дэмакратычных сілаў, ну с пустыми там пластиковые там ведрами там ці яшчэ, что каб вот не параніць, каб не было там крымінальнай справы там ці яшчэ что-небудзь, але вот как бы іх шуганули і у Беларусь вярнуліся. Ну здавалася б, можа быть, ну просто вот как бы у сваім гайдукевіческа жырыноўскім стылі нешта ляпнуў і ляпнуў такі выдаў чарговы дзікпік свой палітычны, але
ці не пойдуць яны сапраўды далей, ці наколькі гэта небяспечная з пункту гледжання арганізацыі правакацый і ціску на дыаспору? Но в любом случае, любая идея о провокациях – это опасно, потому что в целом мы понимаем, что за пределами Беларуси работают агенты белорусского КГБ, провокаторы, а есть просто разные люди, я бы сказала так. И в этом отношении, конечно, это достаточно опасный призыв из уст весьма безответственного политического деятеля. А если это произойдет, если это приведет к повреждениям, это вообще в целом призыв к преследованию сам по себе является криминальным на самом деле. Поэтому я не считаю, что это, какая-то шутка, над которой можно посмеяться. Это не шутки, и это должно пресекаться, с моей точки зрения. Конечно, и что касается и литовских, и польских властей, для них это дополнительная головная боль. Но надо обращать внимание на это, потому что нападение будет если нападение, то это уже будет, получается, нападение организованное. Оно же не просто спонтанная реакция, это теперь будет организованное нападение. Это, с моей точки зрения, мне не весело от всей этой истории. Но и Гайдукевич, конечно, крайне безответственный политик. Если можно сказать, что он политик. Если у него взгляды свои собственные, самостоятельные, независимые от текущего курса партии и правительства в кавычках. Я думаю, сказаў, што вельмі спадабаецца таму ж самому Лукашенку там ці яшчэ каму-небудзь, да і ў прынцыпе такі напад, але што там Гайдукевічу наадварот яшчэ можа быць там грудь выставіць уперад, каб яму там церцель медаль які-небудзь павесіў за такую арганізацыю. Таму што глядзіце, польскі бок заявіў, што яны не толькі ідэнтыфікуюць тых беларускіх службоўцаў, якія там кантралююць пераход там ці спробу нелегальнага перахода мігрантамі беларуска-польскай мяжы, але нават яны там сцвярджаюць, што гэтыя беларускія прадстаўнікі беларускіх спецслужб яны арганізоўваюць, праводзяць, кантралююць, там арганізоўваюць напады. То есть людзей ведаюць, і што? І нічога. А что вы хотите, чтобы польские пограничники или спецслужбисты напали на белорусских? Это же казус белли фактически, случай войны. Но в пределах своей юрисдикции, наверное, польское государство будет предпринимать определенные меры. По крайней мере, того человека, который бросал ведром в латушку, насколько я поняла, принято решение его депортации, да? Да, аштрафавалі і дэпартуюць. У якасці першага героя імя прэміі граматы Гайдукевіча там запишуць відэо там героическое з ім. Запишут. Все мне это напоминает всякие разные случаи из холодной войны. Мы находимся фактически в этом состоянии холодной войны. И в этой холодной войне все средства хороши, кроме широкомасштабных военных действий. К счастью, их нет. Все остальное, к сожалению, мы с вами уже наблюдаем сегодня. В том числе организованные провокации, призывы к провокациям, преследования оппозиции. Тогда это были преследования советских диссидентов. Все мы это с вами сейчас наблюдаем. Все как-то там, что там по методичке, да? По методичке. Все оттуда. Они из этих своих архивов вытаскивают и тренируются. Про правакацыі пачытаў такую думку, што Кітай дзеля таго, каб падцягнуць увагу ЗША і ўсяго свету, напрыкладу, ад свайго нападу на Тайвань, попросіць Пуціна арганізаваць напад на якую-нибудь краіну НАТО, Евросоюза. Не выключана з тэрыторыі Беларусі.
Як вы оцениваете такую верагоднасць? Маловероятно. Маловероятно именно в связи с торговлей с Европейским Союзом. Тогда мы должны с вами предположить, что торговля с Европейским Союзом, с крупнейшим торговым партнером Китайской Народной Республики, крупнейшим рынком сбыта китайских товаров, вот это направление является менее приоритетным по сравнению с захватом Тайваня. С моей точки зрения, на сегодняшний день еще так, как это сказать, так не сложилось, так не учитывается эта история, эта ситуация. Поэтому в этой связи я хочу сказать, мне кажется, здесь надо аккуратнее и более трезво оценивать. Это чрезмерный сценарий. Такого сценария пока, наверное, не будет. Ну а увогуле як вы лічыце, ці адпавядаюць рэчаіснасці і сапраўды гэтым кітайскім пожаданням словы, якія прыпісваюць міністру замежных спраў Китая про тое, что Китай не зацікаўлены у паразе России у войне? В это я могу поверить, по крайней мере, в такие соображения или в такие намеки. Почему? Потому что для Китая крайне важно, чтобы между ним и Европейским Союзом сохранилось государство, которое бы контролировало и гарантировало безопасность торговых путей. В этом отношении для Китая все логично. Поражение России в войне, предполагаемое, да, гипотетическое, оно может повлечь за собой политическую нестабильность в Российской Федерации, что, соответственно, может угрожать безопасности торговых путей. Я думаю, что здесь все максимально прозрачно и понятно, почему это в интересах Китая. Давайте, может быть, звернемся до таксама такой актуальной темы азербайджанско-российская конфликта, наколькі ён развивается, наколькі ён близкий до своего завершения и як на яго уплывае ось гэтая сустрэча с кіраўнікамі краінаў свайго рэгіёна, якую арганізаваў Аліяў у былым Степанакерте. Зараз як там не ведаю, не памятаю, як по азербайджанску яны перайменавалі гэты горад. Вот там бы і Эрдаган быў, і іншыя. Вот что скажете, як чаго чакаць ад гэтага канфлікта і прычым тут Беларусь? Насчет, причем тут Беларусь, сложно сказать. Тут просто, я так понимаю, Алиев демонстрирует свои связи со всеми остальными бывшими советскими республиками, при этом продолжая поддерживать этот конфликт с Россией. Я думаю, что на самом деле конфликт уже исчерпывает себя. Дальше навряд ли они пойдут. Но это такой способ, конечно, поднять себе рейтинг внутри страны, изменить ситуацию, связанную с оценкой, в принципе, его личного рейтинга, да, его личной политической репутации. Укрепление его собственной политической репутации, его реакция на эти события, его действия, они являются в азербайджанском обществе, они восприняты максимально позитивно. То, что вот эта вот встреча была, это повторяющиеся встречи в разном, так сказать, формате. Но то, что это в Степанакерте было проведено, конечно, это укрепление, или вернее сказать, подтверждение победы в глазах его соседей, союзников, тех, кто болел за него, что называется, болел за Азербайджан в этом конфликте. И такая своеобразная точка. Это укрепление собственного авторитета и авторитета Азербайджана, скрепление победы в таком виде. Вот как я на это смотрю. Я думаю, что конфликт с Россией дальше уже не будет развиваться, потому что есть определенные естественные ограничители для того, чтобы он развивался дальше. Але які вынік яго будзе? То есть я так разумею, пэўнае замірэнне будзе, тому что ёсць там прапанова ўжо нават там абмяняцца затрыманымі людзьмі, але з чым выходзяць бакі з гэтага, скажем так, напружанай гэтай ситуации? Я думаю, что этот конфликт
станет одним из этапов расхождения интересов стран Кавказа с Российской Федерацией, особенно что касается Азербайджана. Это подтверждает лишний раз то, что Азербайджан все в большей степени ориентируется во внешней политике и в политике безопасности на Турцию. Турция значительно укрепила свое влияние и авторитет на Кавказе и в Центральной Азии. Я думаю, что это и есть плохая новость для России на самом деле. И что Россия ничего не может с этим сделать. А что она может с этим сделать? Но в целом разрывать отношения с Российской Федерацией, учитывая взаимные экономические интересы, обязательства и однотипность, я бы сказала, режимов, наверное, навряд ли. Потому что, как вы знаете, в России проживает значительное число азербайджанцев, они обладают определенными капиталами, есть связь экономическая, торговая, бизнес-связи между Кремлем и Алиевым. Я думаю, что они найдут возможности для урегулирования этого конфликта. Но, еще раз повторюсь, это хорошо показывает изменение геополитического характера. А вот мы сказали про Азербайджан, які адрываецца ад России. Ну, в прынцыпе, і заўсёды такая была больш-менш пазіцыя у Алиева, ўсё ж таки, ну скажем, дыстанцыянаваўся ад России. А Армения, вот як яна з гэтага выйдзе? Но для Армении российско-азербайджанский конфликт не является, как это сказать, серьезным фактором для того, чтобы решить свои собственные проблемы. Для Армении на сегодняшний день встает вопрос об обеспечении безопасности, поиска нового донора безопасности, который позволил бы Армении сохранить свою независимость и усилить свою обороноспособность. Пока Армения видит в этом Европейский Союз в большей степени, с политической точки зрения. Посмотрим, что будет дальше, но Армении незавидно на сегодняшний день положение. Давайте вернемся до нашага еўрапейскага рэгіёну, і я хацеў бы звярнуцца да сітуацыі расчаравання Пуціным у Трампа. Вот ён как бы паўтарае ўжо некалькі разоў гэтую тэму, што вот з Зеленскім яны пагаварылі вельмі добра, а Пуцінам ён вельмі незадаволены, вот незадаволены і ўсё. Ну как бы жартаўлівае такое как бы пытанне да вас на фоне того, что ідуць нейкія там перамовы с Мінскам. Ці атрымаецца у Лукашэнкі зачараваць Трампа, заняць месца Пуціна у яго у этом трампаўскім сэрцы? Не атрымаецца, потому что Лукашенко и Беларусь ввогуле не ў фокусе внимания Дональда Трампа. И для Трампа, у Трампа была определенная ставка на Путина, определенное представление, как он сможет урегулировать или достичь мира в Украине, а Путин не слушается. Он непослушный, а Зеленский, он послушный, он исправляется. Костюм там одел, там еще что-то. А вот Путин нет, он ничего не делает. И вот Трамп сейчас это излагает в такой форме. Другое дело, что на самом деле всерьез давить на Россию он пока не собирается, несмотря на то, что заявлен вот этот пакет 500%, да, санкционный, он не рассматривается. Сегодня у нас с вами какое число? По-моему, 7-е, да? Да. Вот сегодня, по мнению автора этого законопроекта, должен был начаться процесс рассмотрения в Конгрессе, в Сенате, в Конгрессе, да, насколько я помню. Вот именно сегодня. Извините, у нас часовая разница большая с Соединенными Штатами. Может быть, еще начнется. У нас с вами есть надежда, да, скажем так. Но пока можно констатировать, что это только разговоры, действий пока не было. Зато были действия относительно военной помощи Украине, как вы знаете. То есть буквально Украину наказывали, а не Россию. И в этом смысле я думаю, что Трамп тянет время и надеется все-таки на изменение позиции Путина, чего, наверное, не произойдет. Я думаю, Путин уже неоднократно демонстрировал. Как та сказка про белого бычка, какая-то бесконечная. Да? То есть каждый раз одна и та же концовка, и с этой концовки опять начинается. Пока не видно конца, не видно света в конце этого тоннеля, да? Не видно, непонятно, чем это закончится. Ситуация в этом смысле заморожена. А война тем временем идет.
наступление осуществляется, я имею в виду российскими войсками. Ну глядзіце, нават ужо ёсць рэакцыя і звонку. Вот міністр Сікорскі напісаў у сваёй сацыяльнай сетке про тое, что ну таварыш Трамп, нема такого адчування, что ну просто ніякай павагі ні да вас асабіста, ні да ЗША з боку Путіна нема, бо падчас перамоваў была самая одна з самых масавых, можа потым ужо з таго часу і перабілі, атак паветраных на Украіну. І адзін з кангрэсменаў таксама напісаў фактычна тое ж самае. І вот што стрымлівае? Чаму вот такая как бы ну нежаданне убачыць там ці памяняць пазіцыю, ці скажем канчаткова расчаравацца ў Путине? Но если не рассматривать версию, что он является все-таки как-то там агентом по фамилии Краслов, и отбросить эту сторону, то я вам уже говорила, и, наверное, повторюсь еще раз, что его представление о том, что должно быть так, а не иначе, это главная причина. Он не хочет поступать так, как Джо Байден. Он всеми способами доказывает, что все, что делал Байден, это было неэффективно, и это не работает. А получается на сегодняшний день так, что, собственно говоря, Байден с его санкциями так как раз, наверное, и был прав. Вот, поэтому для него это потеря лица. Сикорский, министр иностранных дел Польши, или там кто-то там, какой-то конгрессмен не может повлиять всерьез на Трампа. Вот в чем дело. Он на самом деле, кого он слушает? Это точно не Сикорский и точно не тот самый конгрессмен. Вот, поэтому, с моей точки зрения, к сожалению, у меня вот предчувствие не очень хорошее. Я лично считаю, что все его угрозы относительно введения санкций, они являются пустыми. Пустыми. Дарэчы, вось калі казаць пра санкцыі, але ўжо еўрапейскія, там пакуль што заблакаваны 18-й пакет санкцый, але здаецца вядуцца ўсё ж таки там перамовы з галоўнымі блакіратарамі. Як думаеце, ўсё ж таки ён будзе уведзены, і як это паўплывае, не паўплывае на сітуацыю на Беларусь? В любом случае, если этот пакет санкций будет принят, на Беларусь это окажет отрицательное влияние, отрицательное воздействие. Я уже говорила об этом, что сейчас, когда вводятся санкции в отношении, как у нас принято было говорить, режима Лукашенко, это значит, вводятся санкции против Беларуси и белорусского общества. Поэтому здесь уже отделить нельзя. И в целом вот это вот положение относительно того, что можно отделить белорусов от режима и таким образом вводить санкции против режима, а не против белорусов, это действует только в рамках смарт-санкций, то есть точечных санкций, направленных против конкретных людей, конкретного бизнеса. Когда речь идет о секторальных санкциях, в частности, банковских санкциях, о санкциях против предприятий и так далее и тому подобное, это неизбежно приводит к ухудшению положения именно белорусов. Вот, поэтому, если будет введен этот пакет санкций, мы с вами будем наблюдать новый виток ухудшения ситуации внутри страны, в частности, социальной ситуации. Насколько там, это уже другой вопрос, это не моя задача, это задача экономистов оценить эффекты. Вот. Что касается возможности принятия этого 18-го пакета санкций, ну, возможно, но для этого надо преодолеть, вот, как вы говорите, блокираторов санкций. Это вопрос цены. Я так понимаю, они тоже торгуются за свое согласие. Насколько Брюссель готов будет заплатить за отказ от блокировки этих санкций, это тоже вопрос. До недавнего времени оценивалось введение 18-го пакета санкций как низкая возможность. Вот эта возможность введения санкций оценивалась как низкая. Посмотрим, что будет дальше. Я хотел бы яшчэ одну тему з вами закрануть. Ось зараз праверыў, сапраўды заўчора мне паведамленне прыйшло, рассылка такая, якая ўсім карыстальнікам у Польшчы прыходзіць, звычайна яна пра нейкія там штармавыя папярэджанні, а гэтым разам прыйшло паведамленне пра тое, што уводзяцца змены, кантроль на мяжы Польшчы, Літвы,
і Польшчы і Нямецчыны, што будуць кантраляваць, правяраць дакументы тых, хто уязджае у Польшчу з гэтых накірункаў. То есть вот гэта вяртанне ўсё ж таки памежнага контроля ў межах Евросоюза? Ну, насколько я понимаю, это временные меры. Насколько я помню формулировку этих мер. Это первое. Второе. Вообще-то, в принципе, погранконтроль там периодически появлялся. И в основном проверялись, как вы знаете, да, проверялись автобусы там, где много было пассажиров, например. Или же выборочно машины выбирались и проверялись документы водителей этих машин. Если они будут вводить тотальный контроль, то это совсем другая история. То есть это тогда это вопрос о том, что там будут очереди, это все как бы это свободное, да, передвижение через границу, оно будет не свободным. Но насколько я могу оценить состояние пограничной инфраструктуры на сегодняшний день, введение постоянного пограничного контроля, наверное, не будет предусмотрено. Потому что для того, чтобы был введен тотальный пограничный контроль, как на обычной государственной границе, нужно, чтобы там вся эта инфраструктура была восстановлена. Эта пограничная инфраструктура там не восстановлена. Там были проведены определенные работы ремонтные, вот, но в целом, скорее всего, будет вводиться именно такая, то есть там будут пограничники, они будут, наверное, проверять, возможно, будут проверять выборочно, возможно, будут проверять не каждый день или что-то в этом роде. Я не очень верю в восстановление полного погранконтроля. Полного. Что творится на польско-немецкой границе, я вам сказать не могу. Воочию я этого не видела уже, наверное, больше года. Но то, что творится сейчас на белорусско-польской, извините, на польско-литовской границе, я могу вам сказать. Я буквально недавно ее пересекала, несколько дней. Никого там не было. И никаких подготовительных работ там не проводилось. Ну так, калі сапраўды казаць, то я памятаю 2 гады таму, ці можа нават больш, я машынай вяртаўся з Вільні ў Варшаву, і польскія, ну, паліцыянты, у прынцыпе, ну, хаця там, відаць, былі і памежнікі, яны з машыну спынілі, праверылі нашыя дакументы, сказалі, ўсё, едьце і ўсё. Ну, гэта, канешне, да, дакументы ёсць, і там ўсё зразумела, але сам прэтэндэнт, тое, што вось на фоне ўсіх падзеяў, там, патэнцыйнага пашырэння мігранцкага крызісу, прыходу да ўлады дзесьці правых сілаў антымігранцкімі настроямі, можа, сапраўды прывядзе да вяртання, ну, калі не паўнавартасных межаў, то прынамсі нейкага памежнага контролю больш такого поглыбленного. Для этого надо более точно знать ситуацию, которая сейчас там развивается. Самое главное не то, что происходит сейчас на границе, а самое главное то, что сейчас происходит в коммуникации между польским, литовским и немецкими правительствами и соответствующими ведомствами. Потому что мы с вами видим пока риторику, есть некоторые действия, но эти действия пока не соответствуют вот этим громким заявлениям. Вот, посмотрим, что будет дальше, потому что на самом деле Польша, по всей вероятности, вот какое-то время тому назад Польшу Германия обвиняла в том, что она через свою территорию пропускает этих мигрантов, которые попадают в территорию Беларуси, например. Вот. И тогда Германия угрожала введением погранконтроля на границе с Польшей, более того, угрожала штрафными санкциями в отношении Польши. Я помню, просто присутствовала при дискуссии тогда на Сейме. Вот. И теперь в отношении Литвы, потому что так как речь идет об общей границе с Беларусью, таким образом пытаются ужесточить режим контроля. Но я еще раз повторюсь, с моей точки зрения, пока речь идет о временных мерах, потому что всерьез восстанавливать пограничную инфраструктуру и тотальный пограничный контроль пока, по-моему, таких мероприятий не проводится, потому что это потребует дополнительного финансирования и отказа от части, как, насколько я понимаю, европейского законодательства.
Так, зразумела. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завершаць нашу размову. Я нагадаю, что па-першае, подписывайтесь на телеграм-канал спадарыні Розы Турарбекавай. Постоянно сам читаю и вам раю. Хоть не так яна часто піша, як хотелось бы, але ну як атрымліваецца. Затое кожны тыдзень, раз на тыдзень яна прыходзіць до нас у эфир со своими регулярными аналітычнымі развагами и анализом усіх падзеяў. Так что, кай ласка, подписывайтесь на YouTube канал Еврорада, ставьте свои подабайки и расширвайте, калі для вас гэта бяспечна. Ну а мы со спадарыняй Розай будем и надалей радовать вас нашими стрымами. Дзякуй вялікі яшчэ раз, спадарыня Роза. До сустрэчы. Жыве Беларусь. Живя вечно.